Друзья, соскучилась по халве очень сильно. Вот сейчас первый раз перемолола семечки жареные вместе с арахисом жареным. Добавила туда стевию. И все перемалывает в блендере. Получается вот такая вот липкая масса. Потом слепить из нее халву останется. И все, и убрать на несколько часов в холодильник, и можно употреблять. Я так сильно люблю халву. Я прям настолько рада, что я нашла этот рецепт. Вот. И я очень рада, что сахар здесь заменяется стевией. Сахар мы теперь в разы уменьшили и стремимся к тому, чтобы вообще исключить его из нашего рациона. Накрываю вот так вот пленочкой, трамбовала предварительно. И все, ставлю в холодильник где-то часов на 5-6, чтобы она схватилась. Она просто сейчас очень теплая за счет того, что я ее блендерила очень долго. И она так разгорячилась, можно так сказать. Рецепт простой, халва полезная. Допустим, в Сербии я пока не встречала халву. В Турции мы когда были, я пробовала их халву. Она какая-то очень странная по вкусу, не такая. Вот. Но будем пробовать именно собственноручно сделанную халву. Потом поделюсь с вами своим отзывом. Отзывом могу поделиться уже сейчас. Я на данный момент монтирую этот ролик. И вы знаете, халва постояла, она прям стала настоящей такой крепенькой по консистенции продукции, как еще сказать. Вот, и, наверное, я слишком мало добавила стевии, переживала, что как раз она может дать горчинку, если с ней переборщить немного. И получилось не совсем то, что я хотела, не совсем сладко, но тоже очень вкусно. Это подойдет на десерт, ну, как бы, если совсем ничего нету дома. В общем-то, если вы любите послаще, то там корректируйте сами по вкусу, как вам хочется. Халва удалась, есть можно, вкус прекрасный. Я на самом деле нашла халву у нас в Нови Саде в магазине греческой продукции, и халва была греческая, соответственно. Она была по вкусу гиперсладкая, это как будто ты просто ешь сахар. Даже, наверное, это слаще, чем сахар. Ее, в общем-то, невозможно есть. Вот, и мы решили, что мы точно больше здесь халву покупать не будем. Ну что, пришло время кофе-тайм. Кофе заканчивается. Хоп. Обязательно размешиваем. Купили вот такое мороженое. Оно, смотрите, очень маленькое по сравнению с теми, что я вам показывала ранее. Смотрите, вообще, как сырочек такое. Вот, очень прикольно тем, что можно выпить кофе с маленьким, вот, ну, как бы насладиться чуть-чуть мороженого, потому что не хочется много есть. Вот хорошо Серегина мама подсказала, я даже и что-то не обращала на них внимания, а все время кушала вот это большое мороженое, и действительно, думаю, блин, ну, как бы, хотелось бы, чтобы маленькое такое было, чисто быстренько перекусить и все. Вот, и как раз очень крутая находка, да, тут несколько видов, какой-то супер темный шоколад, как мы покупали всегда вот с миндалем, белое, вот я сегодня белое скушала с кофе, и обычное классическое, ну, с классическим шоколадом и пломбир, вот такие дела. Сейчас собираюсь в магазин за пауэрбэнком, и мы сегодня с Серегой хотим посмотреть кроссовки. Такой красивый закат, друзья. Сейчас была
в магазине Техномедиа и смотрела там Powerbank, как я вам говорила, собиралась за ним. Вот. Ну, столкнулись, естественно, с той ситуацией, что в магазине Powerbank не было. Такое бывает, что на сайте есть, а в магазине нет. И мы с Серегой решили заказать онлайн-доставкой. Как раз посмотрим, как в Сербии это работает. Ну и, конечно же, Powerbank мы уже заказали. Заказали прямо на сайте Техномедиа, обещали привезти в магазин. Они привозят либо в магазин, либо на дом. Но на наш дом доставки не было, так как мы находимся в Ветернике. Видимо, им очень далеко до сюда ехать, ну, либо они так думают. И они мне должны позвонить по телефону, когда Powerbank поступит в магазин. И, собственно, я приеду туда и заберу его, и там же его оплачу. Друзья, хотела с вами поделиться. Я для себя открыла интернет-магазин, который вот только в феврале 2023 года официально зашел на рынок Сербии. Магазин называется Greenway. Я уже сделала там заказ. И, между прочим, доставка пришла просто гипер быстро, я даже не ожидала. Буквально через 3 дня после формирования заказа курьер уже доставил мне посылку на дом. Я думаю, что, судя по названию, вы уже приблизительно понимаете, о чем идет речь. Green — это зеленый, Way — это путь, а значит, там что-то экологичное. Ну а самое важное, что я для себя открыла, что здесь можно не только покупать экологическую продукцию для себя и для всего дома, а также на этом зарабатывать деньги. Согласитесь, приятная информация? У вас, наверное, возникает вопрос, как можно заказать эту продукцию и как ее можно посмотреть. В описании к этому видео я оставлю ссылки на связь с замечательной, прекрасной, позитивной девушкой Ириной, которая буквально проводит вас в мир экологичной косметики, экологичной продукции для дома, проконсультирует вас, подскажет по всем вопросам, какой продукт взять, какой самый лучший, какой вам больше подойдет. Ну а также, если вас все-таки заинтересовала тема приятного заработка, вы также можете написать Ирине, и она вам подробно все расскажет. Ну что, пойдем делать распаковочку? Здесь у нас варежка, которая бережно очищает кожу лица, шеи и зону декольте от загрязнений. Удаляет макияж и оказывает эффект легкого пилинга. Не требует какого-то применения дополнительных моющих средств, всяких пенок, молочка. В основе этой варежки уникальное волокно, разработанное по японской технологии. Она долговечная, срок ее эксплуатации 2 года. Напомню, что для ее применения не обязательно использовать какие-то дополнительные средства, достаточно просто смочить ее водой и очищать кожу лица, шеи и декольте. Далее у нас циолитовая маска-шампунь для волос, которая отлично очищает волосы и кожу головы и одновременно насыщает их полезными микроэлементами. А помимо этого средство стимулирует регенерацию и рост волос, а также восстанавливает их структуру и улучшает внешний вид. В составе у нас только природные ингредиенты: циолит, мыльный корень, измельченные травы и цветы. То есть это 100% натуральное средство. Сам шампунь в сухом виде. Сухая форма порошка позволяет не использовать искусственные консерванты и парабены в составе, потому что в сухой среде микробы не размножаются. Ну что, мороженка в деле? Не твой размерчик, да? Вообще не мой. Нормально, что? Как сырочек. Расстал. Надо это самое оплачивать на баре. Вот такой есть кепчик. Есть Бейлис, если он, конечно, в наличии есть, такой красивенький. Есть вот такое. Что там у нас еще есть? Лимонада, глинтвейнчик, теплого шоколада, горячий шоколад, латте,
Слушай, здесь намного интереснее, да? нежели мне, помнишь, как Картинки. с собой сделали? Ну да, вообще А вот воду с молоком разбавили. это матча? Не-не-не, это что-то другое? моча. Это, смотри, мока у нас в России называется, латте мока. Это шоколадный соус, а это кофе с этим, с молоком. Типа латте обычный. Ничего необычного, короче, там нет. Ничего необычного? Да. Капучино. А вот тоже какой-то красивый, а его нет. Это просто... Это не стоит брать. Нет, ну почему? Это можно взять с шоколадным соусом, прикольно. Или с Беллис. Ну, если вот давай подача лучше такая Бейлис. же. Лучше, вот если такой. вот этот Бейлис есть, то мы возьмем этот. А если нет, то что? То вот это. Я хочу А что еще там есть, чтобы я тоже могла что-то взять? макиато, латте. Ага. Либо латте. Ну, это обычный латте, добавляется какой-то сироп. Если все это смотреть. Горячий шоколад я не хочу. Что-то еще Да, по-любому есть американо. Вот еще что есть. Вот это мне интересно. А, вот еще, смотри. О, как мы ее пропустили. Тут еда есть. Дорчак, сэндвичи. Паста, спагетти. Ну, такой ценник. Средний. Даже не средний, больше. стилей. Или это просто напиток стилей. А, это тоже кофе или что? Это веганский. Опять, помните, рассказывала, что столкнулись с ситуацией, что у них нет американо в меню, он как-то по-другому называется. Короче, в некоторых местах он называется американо, в некоторых местах черный кофе, ну, если по-сербски церный кофе, кафа, церный кафа. Вот здесь он называется black and easy. Прикиньте, везде по-разному, и это очень непривычно. У нас, видите, во всех местах в целом называется американо. Есть американо, есть эспрессо там, и так далее. Вот. У них название меняется, конечно. И непонятно. Иногда американо приносит такое, как эспрессо. Приходится у них просить, чтобы они водички добавили, чтобы не такой сильно крепкий был. Можно. Здесь оранж чизкейк, а фисташка есть. Что? Фисташка. Фисташка. Ладно, Green я dessert. покажу. Green dessert, он... Я покажу. Пистачи? Пистачи. One cheesecake и one pistachio. Окей, one cheesecake, one pistachio. Это кофе, Black and easy. black and easy. Black and easy. Yeah. Okay, that's it. Да. Мало Опять у нас не получилось по-сербски, все равно переходим на английский, потому что, видите, фисташка, у них не фисташка, а пистача. Пистача. Вау, вау, красота. Кофе красивый. Вау. Сейчас мы чизкейком можно вопрос. А его это... Перевернули? Да, он походу упал. А где кусочек моего десерта? Кто-то попробовал? А вот в Сербии принято приносить десертик, класть салфеточку на тарелку и вот так вот вилочку. У нас в Москве вообще это считалось колхозом. Не дай бог, вдруг у нас кто-то так принесет, типа это считалось очень стрёмно. Вот, а у них в целом это норма. Ну, это в смысле неплохо. Это... Вот это А, да, и то, что, видимо, где-то десерт побывал, прежде чем сюда попал. Ну что, пробуем? Фисташка. Офигенный десерт. Чизкейк. Кстати, очень вкусный. Я не ожидала. Шоколад дешевый, вот этот вот, только Да. сверху, а так вкусно. У них потому что не продается нормального шоколада. У них этот Колебау только зашел, грубо говоря, недавно. И никто еще не переходил на него. У них везде вот этот вот дешманский шоколад продается для кондитерки. Я вообще в шоке была, просто он настолько невкусный. У меня как-то заказчики тоже что-то про этот шоколад спросили. Сказали, что-то какой-то странный шоколад был.
А он на чизкейк похож? Нет. Я не знаю, на что он похож. На мусс как будто... Мусс, плотный мусс, Эти шарики. наверное, да. Чисто ювелирно поделил. Ну, вкусно. Очень вкусно. Такой по типу как будто творожный. Ну, он идет Это творожный, что, да, начиночка есть? Смотри, блин. Вау, смотрите. Обалдеть. Настоящая малина прям. Не Да. сильно сладкая. Мгм. Ну, типа не варенье там какое-то. Классное место. Ну да, мы заприметили. Кстати, можно там пиццу попробовать. Но мы купили себе лосось свежий. Будем делать суши. Поэтому решили по десерту и быстрее домой. И успокоиться. Купили васаби еще, да? И кофе Кстати, вкусный. кофе очень хороший. Ой, вообще, мне прям это место теперь прям сильно полюбилось. За вкусный десерт и вкусный кофе. Вот так должно быть такое место. Мне вообще в плане кофе очень сложно угодить. Чтобы оно было... Ой, А это обалденный. Это сахар коричневый. да, И вот этот белый белый. всё. Такой. Мгм. Вот хотела на бери. Не хочу такой. Я хочу, который прям вообще Мелкий. темный-темный. Хотела бы. Мармеладку можешь тоже съесть. Да не хочу. Конечно, жду. С нетерпением. Ты чисто не смакуешь? Да. Не, я такие мармеладки не люблю, поэтому... Да, даже не люблю, ешь. Вообще не понимаю, зачем их. Не нравится тебе? Мы в детстве такие ели. А я вообще такие никогда не любила. Не знаю, не люблю мармелад вообще. Реально, как из 90-х. Может, это так и есть. Ну, Вообще. Прям пушка. интерьер вот с этой стороны. Блин, солнце. Ну да, ладно. Вкусно? Да кушай. Говорю. А я чизкейк хочу еще попробовать. А это что такое? А это шарики, но их лучше отдельно есть. Да, это не нут обжаренный случайно. Не. Это мало ли они. Место называется Бранч. Прикольно, кстати. Это штука. Так, ну что, чизкейк поехал мне в рот. Но вот этот чизкейк сильно мягко воздушный такой. А мне нравится, когда больше Плотный. сыра, а не сливок. Ну что, как тебе? После чизкейка, да? Малина с косточками не заходит. Ну я люблю. Мама у меня заморачивается, косточки из малины убирает, чтобы делать десерт. Это, конечно, трудоемко, но это вообще офигенно есть. Без косточек. Ну да. Так, надо кофе запивать вкусно. На самом деле, если бы не было шоколада, было бы вкуснее. Вот я и говорю, шоколад дешманский. Не, вообще, даже если бы хорошие, слишком сладкие получается. Не знаю. Мне чизкейк понравился больше. Хочешь есть? Нет, вообще просто.
Я фисташку до сих пор не могу распробовать из-за того, что слишком много всего. Ну, я начинала просто с края есть, видишь, там не было малины. И как раз малина там закончилась. Так что я люблю, Да. когда с кофе что-нибудь кушаешь, такое что-нибудь апельсиновое. Я не знаю, почему мне так начало это нравится, хотя я никогда не любила. Вот отдельно, если взять мусс и вот этот тонкий слой теста, вообще не сладкий, без шоколада. Хочешь попробовать? Я пробовала. Слушай. Это будет некрасиво, но я хочу прям много взять. Ну так можно только распробовать тогда. Не ожидала я, что в Сербии можно вкусный такой прям. Ну да. Короче, рекомендация выбирать десерты подороже. Да, где-то на 100 динар больше от рыночных. Они вкуснее сразу. Сейчас подумают, что мы взяли десерт какой-нибудь дорогой. Ну, 390, но в среднем они там 200 стоят, а это Ну, 390. А где 200 динаров стоит десерт? Везде. Везде 350, 390. Да, даже мы в Биге были на третьем этаже, там, а на втором этаже там тоже был 390 десерт стоит. Но там они не такие симпатичные были, здесь они хотя бы красивенькие. Не, кофе зачет прям. Он Кофе такой вообще насыщенный. реально. Вот я не люблю, когда он такой водянистый прям вообще. Да, жестокий. да, он Это прям- кофе хороший. Супер. Молодцы. Зачет. Красавчики. В целом зачет. В целом зачет. Вышел чек у нас на 1140 динар. Посмотрите, какое место красивое. Вот такой вот стильненький цвет с зеленью. Очень, правда, открыто, в открытом ТЦ, но все равно официантка очень приятная. Очень как бы нам и вкус десертики понравились, и кофе очень вкусный. Поэтому можем смело вам порекомендовать. Называется